Доброе утро, дорогая республика! Вы смотрите «Утро Якутии», мы работаем в прямом эфире, и сегодня с вами это замечательное утро встречаем мы Степан Федоренко и Дарья Анкехова. Сегодня мы вместе с вами узнаем, как сделать перерасчет за отопление, поговорим о буднях транспортной полиции, сделаем утреннюю зарядку, приготовим вкусный полезный завтрак с нашим шеф-поваром. Ну а также мы узнаем, что же нас ждет на выходных в кинотеатрах, новинки, значит, из нашей афиши. И, конечно же, мы познакомимся с замечательными гостями. Ну и еще много-много интересного ждет вас сегодня утром вместе с нами. Я напомню, наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. На него вы можете присылать свои приветы и поздравления своим родным и близким, либо какие-то интересные новости, которые у вас произошли, о которых мы не знаем. Также напомню страничку в Инстаграме, это «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и начнем мы наше утро, как обычно, с погоды. Сегодня утром в центральных районах температура воздуха составила минус 30, минус 41 градус. В заречной группе улусов 33-45 со знаком минус. В южных районах минус 19, минус 31. В Вилюйской группе 30-32 ниже 0. В Нижнеленских районах минус 29, минус 37. В западных улусах минус 27, минус 31. В Колымо-Индигирской группе районов минус 24, 39 ниже 0. В Янских улусах 29, 44 со знаком минус. На северо-западе минус 33, минус 38. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила минус 38 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный 1,3 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Температура минус 26, минус 28. Петербургские полицейские раскрыли новую схему обмана граждан. И первыми, кого поймали на реализации этой схемы, ты не поверишь, Даша, оказались рэперы. В нашей студии новостной обозреватель Василий Радченко. Василий, доброе утро. Что там произошло? Расскажи вкратце. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Да, действительно, парни представлялись сотрудниками коммунальных служб и предлагали пожилым гражданам устанавливать оборудование. И причем делали они это в несколько раз дороже, чем среднерыночная цена. После этого они возвращались к себе домой и записывали рэп-песни о том, как обманывали бабушек. Видимо, первые концерты парни будут давать в СИЗО, но гражданам стоит быть повнимательнее и обращать внимание на подобные вещи. Теперь переходим к главным событиям. Якутия и ИТЭК подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Документ подписан накануне руководителем региона и главой компании. В рамках него планируют реализовать ряд мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие региона, сохранение окружающей среды, рост уровня занятости населения. ИТЭК готова координировать совместные действия с органами власти, образовательными учреждениями, участвовать в развитии территорий, на которых ведет свою хозяйственную деятельность. Компания начинает реализацию крупномасштабного инвестиционного проекта, который будет способствовать развитию инфраструктуры региона, росту занятости и благосостояния жителей республики. Плановое отключение энергоресурсов проведут сегодня, 18 февраля, в Якутске. Это коснется электроэнергии, воды и подачи газа. Ресурсоснабжающие организации «Теплоэнергия», ЦРС и «Сахатранснефтегаз» намерены провести ремонтные работы на сетях. Ограничения горячей воды на улице Билибина с 1 по 50 дома пройдут с 10 до 12:45 по якутскому времени. Также снижение давления подачи газа ожидается по некоторым адресам по улицам Петра Алексеева и Пояркова, и отключение электричества на Мерзлотной, 50 лет Советской армии, Можайского и в ряде сотов. Более подробную информацию можно узнать на сайтах поставщиков услуг. Свыше 45 миллионов рублей выделят на ремонт и оснащение спортзалов школ Якутии в этом году. Мероприятия пройдут в рамках нацпроекта образования, инициированного президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается в Минобразовании регионов. В том числе из федерального бюджета поступит свыше 44 миллионов рублей, из государственного бюджета республики порядка полумиллиона и из муниципального почти 700 тысяч. Так, в 7 школах произведут ремонт спортзалов, а одна школа перепрофилирует аудиторию
территорию под спортивный зал. Кроме того, 34 школы оснастят спортивным инвентарем и оборудованием, 10 школ получат спортивное оборудование для открытых спортивных сооружений. Йодированное молоко из местного сырья начали производить в Нюрбинском районе Якутии. Технологию производства разработала кафедра пищевых технологий и индустрии питания Арктического государственного агротехнологического университета по заказу администрации Нюрбинского района. Это молоко, обогащенное йодированным белком, рекомендуется пить для профилактики йододефицита. Продукт производится из натурального молока в сельскохозяйственном кооперативе «Влада» в Нюрбинском районе. Якутия представила 12 культурных брендов на конкурсе ТОП-1000 культурных и туристических брендов России. Победители получат финансирование мини-проектов. Лидеров конкурса определит народное голосование, которое продлится до 1 марта на сайте живоенаследие.рф. Так, на сегодняшний день 7 брендов набрали по 5 голосов. «Вечная мерзлота», «Ленские столбы», «Платон Аюнский», «Полюс холода Аймикон», «Охранная зона», «Старый Якутск», а также «Строганина» и «Шахта Ширгина». Также в голосовании представлены салат «Индигирка», «СРГ», «Эсэх Туймада», эпос «Олонхо» и «Якутский нож». На сайте можно ознакомиться с историей конкурсантов, их месторасположением, а также оценить бренд, оставить комментарий или метку «Я тут был», которые будут учтены при подведении итогов. Объявлена дата премьеры киноэпопеи «Тыгын-Дархан» в Москве. Об этом сообщил постоянный представитель Якутии при президенте Андрей Федотов в ходе ежегодного отчета. Ограниченный прокат будет приурочен ко Дню Республики. Премьера фильма Никиты Аржакова пройдет одновременно в Москве, Санкт-Петербурге и крупных российских городах, где проживает якутская диаспора. Прокатчиком фильма определена Якутская республиканская киносеть, которая в данный момент прорабатывает площадки для показов. В частности, ведутся переговоры и с сетью кинотеатров «Каро». Кроме того, 22 февраля Якутская республиканская киносеть представит в постпредстве Якутии военный фильм «Рядовой Черен». На спецпоказ будут приглашены выходцы из Якутии, ветераны боевых действий. Принято решение, значит, мы вместе с компанией, которая занимается продвижением этого фильма, приняли решение о том, что этот фильм будет показан 27 апреля в День Республики. Вот, это наш праздник республиканский, и всех приглашаем. Республика стала, в общем, новым Голливудом. На самом-то деле. Очень радует и победа фильмов на Кинотавре, и недавняя победа Тыгын-Дархана на фестивале «Вече», да, где он получил 3 замечательных приза. Якутское кино формирует смыслы, кризис которых очень ощущается сейчас в современном обществе. Прежде всего, в европейском обществе. И вдруг якутское кино начало давать ответы на вопросы о смыслах. Оно их формирует неторопливо, точно и за счет маленьких бюджетов. К этой минуте у меня все. Передаю слово коллегам. Спасибо, Василий. Обязательно ждем премьер фильмов. Также с нетерпением. Я вот жду фильм «Пугало». Очень резонанс такой огромный просто у этого фильма. Ну а мы продолжаем. Не за горами долгожданный главный мужской праздник 23 февраля. И в преддверии этого знаменательного дня мы объявляем телеконкурс «Мой мужчина самый лучший». А далее вы должны будете продолжить. Возможно, самый лучший повар, возможно, самый лучший отец, возможно, самый лучший ведущий, охотник. Задача проста. Вам необходимо будет разместить фотографию своего самого лучшего на нашей инстаграм-страничке. Обязательно поставьте хэштег «Утро Якутии». Далее вам нужно будет написать краткую историю об этой фотографии, объяснить, почему он самый лучший. И затем мы с вами подведем итоги очень просто путем голосования. Да, ну и мужчина, хочется дополнить, мужчина — это не обязательно муж, это может быть и друг, брат, сын, дядя, дедушка, сосед. Ну, а я пока так покажу быстренько, да, какие, да, вот наши призы. Какие у нас будут замечательные призы. Обратите внимание, вот. Призы вот от магазина 220 вольт. Замечательные подарки пригодятся каждому мужчине. Вот еще у тебя что-то тут есть. Вот. Итак, участвуем активнее. Напоминаем, скидываем фотографию, краткую историю об этом фото.
И, конечно же, открываем профиль, дабы мы могли связаться с вами. Хорошо, итак, конкурс объявлен. Ждем фотографии самых-самых лучших. Ну что ж, ну и мы продолжаем. В последние годы одним из самых любимых зимних видов спорта стал биатлон. А знаешь, Даш, после Второй мировой войны биатлон исключили из олимпийской программы. И только в 1960 году решением Международного олимпийского комитета биатлон вновь вернули в олимпийскую семью. Ну, тогда были сильны очень пацифистские настроения после Второй мировой войны, а в биатлоне все-таки нужно стрелять. Ну, а сейчас биатлон – это один из любимых видов спорта многих якутян. О других значимых событиях в нашей рубрике «Даты и события». 18 февраля – День батарейки. Международный праздник посвящен открытию в области физики и химии, сделанному более 200 лет назад. Также сегодня День транспортной полиции России. Это неофициальный профессиональный праздник сотрудников МВД, отвечающих за правопорядок на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта страны. 18 февраля – День продовольственной и вещевой службы Вооруженных сил России. По народному календарю в этот день наблюдали за погодой. Если было тепло, то и в ближайшем будущем холодов не предвиделось, а мороз предвещал сухое и жаркое лето. 18 февраля 1911 года почту впервые доставили самолетом. В этот день в 1930 году астроном Клайд Томбо открыл планету Плутон. 9-я планета Солнечной системы расположена в 40 раз дальше от Солнца, чем Земля. Плутон статус планеты уже потерял, но дата осталась. В 1960 году в этот день биатлон восстановили в программе Олимпийских игр. Этот вид спорта исключили из списка олимпийских дисциплин после окончания Второй мировой войны, когда в мире усилились пацифистские настроения и любая стрельба из винтовки воспринималась негативно. 18 февраля 1898 года родился Энцо Феррари, итальянский конструктор, основатель автомобилестроительной компании. В 1933 году в этот день родилась Йоко Оно Леннон, японская и американская художница, певица, вдова Джона Леннона. 18 февраля 1954 года на свет появился Джон Траволта, американский актер, танцор и певец. В 1974 году в этот день родился Евгений Кафельников, российский теннисист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России. Именины в этот день празднуют Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил и Феодосий. Даш, а ты знаешь, что в некоторых случаях можно добиться перерасчета за коммунальные услуги? Знаешь, я как-то раз попробовала перерасчет себе насчитать самостоятельно, да, за период зимнего времени, потому что я прочла статью, открыла интернет, значит, такая бумажечку, ручку, взяла сальдо на начало месяца, потом, значит, начисление. И получилось, знаешь, что я оказалась должна еще порядка 200 тысяч рублей. Может быть, ты просто хорошо считаешь? Видимо. В общем, я с этой идеей завязала и решила довериться своей управляющей компании. Ну и правильно. Одной из самых больших статей расходов за коммуналку является оплата за тепло. Но если грамотно подойти к вопросу, то можно получить перерасчеты иногда настолько серьезные, что он может покрыть квартплату за 1 месяц. Ну о том, как же правильно добиться перерасчета, смотрите в следующем сюжете. Когда тепло, деньги не уходят в трубу, у нас нет. Староста дома Ираида Гаврилевна с гордостью показывает новые стены. Ремонт 19-го корпуса на 202-м микрорайоне стал возможен благодаря экономии. В доме установлен прибор учета тепла, благодаря которому 1 раз в год жильцам делают перерасчет за отопление. Ираида Гаврилевна лично следит за счетчиком. Допустим, я вечером позвонила, что холодно. Они или завтра утром придут, или вечером. Горэнерго молодцы, они все делают. Начальники хорошие. Вот некоторым начальникам же идешь, ходишь, а нашим только позвонишь, уже все реагируют. Жильцы 19-го корпуса существенно экономят благодаря работе управляющей компании ЖКХ «Губинский». А таких домов у компании больше 140. За 12 лет компания возвратила жильцам больше 320 миллионов рублей. Ежемесячно горожане платят за отопление по единому тарифу. По закону, ежегодно все управляющие компании должны произвести перерасчет за отопление. Вот те дома, которые у нас сейчас на перерасчет идут, это те дома, которые более-менее экономят.
тепло, экономить тепло. Но тут нужно учесть, что есть дома у нас вообще 57-го года постройки. Это по Теряеву, по проспекту Ленина дома. Эти дома, хоть как его не утепляй, но он потребляет больше. Перерасчет ЖКХ Губинской делает автоматически и переплаченную сумму возвращает жильцам. Однако по итогам собрания сэкономленные деньги горожане могут направить на ремонт дома. Размер перерасчета зависит не только от показаний приборов учета, но и от площади жилья. Диапазон перерасчета за отопление на 1 квадратный метр составил от 41 копейки до 64 рублей. В Якутске перерасход тепла особенно наблюдается в домах КПД. Старые панели уже не отвечают теплотехническим характеристикам. Тепло, а значит деньги выходят через стеновые панели и межпанельные швы. Кайда қосқы киренген қолыбыра бұл, атын қосқы керен бұл батареяны тұтан көрдіққа. Хим бит тұтам олар оғын бұл, тәхем ағарар бұл. Этой зимой в 50-градусные морозы жители жаловались на холод в квартирах. Управляющим компаниям пришлось повышать температуру тепла. Чем старее дом, тем экономии меньше. Значит, и заплатить за отопление придется больше. Потому что многие жильцы не понимают, многие хотят отнестись к управляющей компании потребительски. В приватизированных квартирах вы должны делать все сами за свои средства. По программе энергосбережения во все дома должны быть установлены общедомовые приборы учета. Счетчик устанавливают поставщики услуг. Но пока работа выполнена не в полном объеме. Жители не спешат устанавливать счетчики. Раз что-то платно, где-то подвох. Вы знаете, что вот можно сделать перерасчет за отопление, за тепло? Нет, не знаю. За отопление? Нет, не знаю. Никогда не слышали про это? А как это? Не знаешь, значит не экономишь. Несколько лет назад жильцы по улице Аюнского решили объединиться против одной управляющей компании и дойти до последнего. Прокуратура Якутии добилась перерасчета за отопление и вернула жильцам около 2 миллионов рублей. При наличии прибора учета, по мнению специалистов, экономия за отопление составляет не менее 15% от начисления. Исключение составляют дома с большой теплопотерей. У новостроек экономия доходит до 40% и выше. Только жильцы никогда не узнают об этом. Ирина Григорьева, Павел Пахомов, Георгий Григорьев, Якутск. Как производится корректировка размера платы за отопление и можно ли сэкономить на тепле, мы попросили рассказать нашу сегодняшнюю гостью Анастасию Филиппову, ведущего специалиста отдела контроля за деятельностью ТСЖ и начислением платежей за ЖКУ Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха-Якутия. Доброе утро, Анастасия. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, как же производится корректировка размера платы за отопление и кто ее должен производить? Начну с того, что согласно постановлению Республики Саха-Якутия мы оплачиваем отопление ежемесячно равными долями в течение календарного года во всех муниципальных образованиях республики, за исключением городского округа Жатай. То есть это значит, что и в том числе за летний период мы оплачиваем за отопление. Но при этом исполнители коммунальной услуги – это может быть управляющая компания, ресурсоснабжающая организация, товарищество собственников жилья – обязаны ежегодно делать корректировку размера платы, то есть перерасчет, исходя из фактических значений потребления за определенный период. И корректировку обязаны делать в первом квартале года, следующего за расчетным. Она носит беззаявительный характер. Для корректировки обязательные условия – это оснащение многоквартирного дома общедомовым прибором учета, его ввод в эксплуатацию ежегодный, его исправность, ну и, конечно же, наличие ежемесячных показаний этого прибора. В зависимости от фактического потребления корректировка может быть как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Ну, как у тебя, оказывается, да? Нет, ну там были мои подсчеты. Я думал, ты плохо считаешь. Ну, то есть может быть и в сторону увеличения. Бывают и такие случаи. Да. Перерасчет в сторону увеличения может быть произведен в том случае, если, допустим, многоквартирный дом потребил больше тепла, чем жители за него заплатили. То есть это может быть связано с тем, что
в течение отопительного периода стояла холодная погода, либо этот отопительный период длился дольше, чем в прошлом году. При этом следует иметь в виду, что должен быть обязательно соблюден график температурный, и отклонения от него не должны превышать 3%. То есть, проще говоря, в квартире, в помещении не должна стоять слишком высокая температура воздуха. Анастасия, у меня вот такой вопрос. Устанавливать этот прибор необходимо на весь дом, да, если это многоэтажный дом и многоквартирный дом, либо это можно установить только на один подъезд? Это все зависит от технических нюансов многоквартирного дома. Есть возможность, конечно, установить общедомовой прибор на весь дом, если есть такая возможность, устанавливают. И поквартирные счетчики тоже бывают, индивидуальные. Да. А кто обязан устанавливать вот этот общедомовой? Сразу скажу, что общедомовой прибор учета, он относится к общему имуществу собственников многоквартирного дома, но при этом обязанность по установке может быть возложена на управляющую компанию, товарищество собственников жилья, либо ресурсоснабжающую организацию. Это все в том числе и зависит от способа управления многоквартирным домом. Но я хочу отметить, что все расходы, которые будут на установку такого прибора, ложатся на собственников такого помещения. Это в соответствии с федеральным законом об энергосбережении. А согласие должно быть вот стопроцентное, да? То есть, если мы берем один большой дом, то есть все жители должны быть согласны на установление данного прибора? Да, дело в том, что вот управляющая компания может инициировать общее собрание собственников, на котором собственники решают размер платы за такой прибор и составляется смета расходов. На общем собрании должно присутствовать более 50%. Да, от площади помещения. Часто ли к вам поступают обращения граждан о том неправильном начислении за отопление? Какие проверки вы проводите? Да, действительно поступает немало обращений насчет начисления платы за отопление, потому что не все могут разобраться о способе оплаты за отопление. И в 2019 и 2020 году поступило более 200 обращений, на основании которых были проведены внеплановые документарные проверки. Было выдано более 40 предписаний об устранении нарушений, которые обязывают управляющую компанию, товарищество, либо ресурсоснабжающую организацию сделать перерасчет. И в итоге по результатам проверок и иных контрольно-надзорных мероприятий гражданам был произведен перерасчет в сторону уменьшения порядка 2 миллионов рублей. В настоящее время мы проводим проверки, так как ограничения, которые были в прошлом году на проведение проверок, уже сняты, и мы уже начали. А как вы думаете, почему многие люди не знают даже о своих правах? Да, и что у них в сюжете вот спрашивали да, спросили, людей, по-моему, про перерасчет, человека 4, и никто не знает, что такое возможно. Да, действительно, у населения недостаточно знаний о своих правах, и нередко бывают случаи, когда права граждан нарушены, поэтому я считаю, что это актуально сейчас, и необходимо повышать правовую культуру населения, что сейчас в современном мире, я считаю, доступно и просто. Ну вот именно для этого мы и пригласили вас сегодня на эфир, чтобы вы все-таки рассказали о том, что у нас есть такие права, и перерасчет с отоплением, он возможен. Спасибо вам, Анастасия. Ну что ж, а мы продолжаем, и далее в нашем эфире утренняя гимнастика. Доброе утро, Республика! Ну что, начнем нашу зарядку? Упражнение номер 1. Становимся в положение планки, спина прямая, положение рук на локтях. Поднимаем правую руку в сторону, затем левую, каждый раз при этом выполняя выдох. Данное упражнение выполняем в течение 20 секунд. Упражнение «Подъем ног». Данное упражнение является связующим между первым и следующим упражнением. Выполняем на 10 секунд в темпе, при этом каждый раз, поднимая колено, делаем выдох.
Упражнение номер 3. Становимся в упор на прямые руки. Ладонью правой руки касаемся левого плеча, ладонью левой руки касаемся правого плеча. При этом выполняем прыжок ноги врозь, ноги вместе. Каждый раз выполняя при этом выдох, поясницу не прогибаем, спина прямая. Выполняем 20 секунд. Упражнение номер 4. Такое же, как и номер 2. Выполняем подъем ног. Каждый раз при подъеме колена мы делаем выдох. Выполняем 10 секунд. Упражнение номер 5. Становимся в положение планка на локте. Спина прямая, поясницу не прогибаем. Опускаем таз вправо, затем влево. Каждый раз выполняя при этом выдох. Данное упражнение делаем 20 секунд и затем повторяем весь комплекс еще на 2 подхода. Ну все, на этом наша зарядка закончена. Всем хорошего дня! Надеюсь, вы немножечко взбодрились, разогнали свою кровь. Ну а мы, позвольте зачитать вам некоторые поздравления, которые пришли на наш номер 8 914 273 44 88. Поздравляю любимую внучку Амелию, живущую в Намцах, с 6-летием. И желаем счастливого, безоблачного детства. Любим, целуем бабушка Валя, дедушка Захар из села Оюсардах Среднеколымского Улуса. Также доброе утро всем родным, близким, крепкого здоровья, успешного дня и прекрасного вечера. Любовь Ивановна. Замечательные у нас телезрители, да. Степан, у меня такой вопрос. Лучшие друзья девушек? Лучшие друзья девушек – это бриллианты, все это знают. А знаешь ли ты, что Алроса часто присваивает имена крупным алмазам, которые находят на рудниках компании? Да, недавно компанией был добыт особо крупный алмаз ювелирного качества весом 100,53 карата. Общим решением правления Алроса назвать камень решили в честь первой в мире запатентованной вакцины от коронавируса «Спутник Ви». Вот так вот. Подробнее об этих и других новостях экономики расскажет Иван Лазаренко. Компания «Алроса» приняла решение назвать особо крупный алмаз ювелирного качества весом в 100,53 карата «Спутник Ви» в честь первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19. Алмаз «Спутник Ви» имеет форму уплощенного октаэдра. Он был добыт на россыпях Северной Якутии и имеет выраженный светло-желтый цвет. Алмазы такого размера и цвета – настоящее чудо природы. Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом, но сотворенным руками наших ученых, заявил генеральный директор «Алроса» Сергей Иванов. К концу 2023 года биометрическая идентификация при прохождении предполетных процедур должна появиться в 6% российских аэропортов, рассчитывает Минтранс. Но внедрение может быть и масштабнее, если ведомство найдет финансирование. Для использования технологий оператор аэропорта должен будет заключать соглашение об информационном взаимодействии с оператором единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности. На развитие системы предусмотрены 585 миллионов рублей из бюджета, следует из программы, а для реализации сценария развития потребуется еще 3 миллиарда 800 миллионов. Самостоятельно заблокировать карту клиента российские банки могут в том случае, если заподозрят его в отмывании и легализации преступных доходов, а также если увидят угрозу для его счетов в результате утечки информации. Так клиента могут заподозрить в противоправных действиях, если ему регулярно с разных счетов поступают суммы размером более 200 тысяч рублей, которые он сразу же обналичивает. Кроме того, существует вероятность блокировки счета, если кредитная организация отмечает нетипичное назначение платежа. Эксперты отмечают, что наиболее часто блокируют счета гражданам, получающим выигрыши от букмекерских контор, а также крупные платежи для вновь созданных юридических лиц. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко обсудил с туроператорами новые меры поддержки отрасли в условиях пандемии, отметив, что акцент будет сделан на внутренний туризм. Ситуация с ограничительными мерами из-за пандемии стала поводом обратить внимание на российский турпродукт и оценить его возможности, подчеркнул вице-премьер. При этом ключевой задачей остается сохранить профессиональные организации на российском туристическом рынке, чтобы они смогли выполнить обязательства перед туристами, отметил Чернышенко. Ранее Ассоциация туроператоров
туроператоров России предложила рассмотреть возможность отмены налогов для туроператоров в 2021 году в качестве меры поддержки отрасли в период пандемии. У которых 4 пункта. Далее идут французы и голландцы, у которых по 2 балла. На 5-й позиции с 1 очком располагаются румыны. Последнее место в таблице занимают немцы, пока что не сумевшие набрать ни одного пункта. В следующем матче российская команда сыграет со сборной Хорватии. Московский ЦСКА на своем льду обыграл подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3-1. В составе победителей шайбы забросили Андрей Локтионов, Джон Гилмор и Сергей Андронов. У гостей отличился Артем Бородкин. Армейцы одержали 5-ю победу к ряду и досрочно стали победителями дивизиона Тарасова. В таблице западной конференции они занимают 1-е место, набрав 85 очков. Подольский клуб идет 8-м, имея в активе 56 пунктов. В следующем матче ЦСКА дома примет Челябинский «Трактор», а «Витязь» на своей площадке сыграет с Магнитогорским «Металлургом». Перейдем к событиям нашего региона. В Якутске стартовал чемпионат республики по мини-футболу среди команд 2-й лиги. Участие в турнире принимают 15 сборных из разных районов и городов. Борьба за медали соревнований началась с группового этапа. Затем коллективы с наибольшим количеством очков продолжат состязаться в плей-офф со стадии четвертьфинала. Лучшие команды по итогам чемпионата получат право выступить в следующем сезоне в 1-й лиге. Владивосток стал главным претендентом на проведение международных спортивных игр «Дети Азии» в 2022 году. Как сообщает ЕСЯ, конкурсная комиссия осмотрела спортивные объекты города и пришла к выводу, что после ремонта они будут полностью соответствовать международным стандартам. Известно, что губернатор Приморского края Олег Кожемяка на днях распорядился разработать подробный план реконструкции инфраструктуры. Предполагается, что в случае победы в конкурсе на играх во Владивостоке юные спортсмены будут состязаться по 22 дисциплинам, в том числе гребля, традиционном приморском виде спорта. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Ну а в нашей студии вновь Василий Радченко с самыми актуальными и свежими новостями. Власти Якутии встретятся с Росавиацией и Минтрансом по субсидированию перелетов из Якутска. В настоящее время в социальных сетях и средствах массовой информации обсуждается то, что столица нашего региона не попала в субъекты Дальнего Востока, которые будут получать субсидии для перелетов в центральные города страны. По словам министра транспорта республики Владимира Сивцева, специальные тарифы для льготных категорий граждан сохраняются из всех аэропортов республики. Сейчас проводятся переговоры и консультации с Росавиацией по вопросу выделения дополнительных квот на субсидируемые перелеты из Якутска и Мирного. Руководством республики направлены соответствующие обращения в адрес правительства страны. Буквально в 3 клика россиянам облегчат возврат налогового вычета. Все данные об оплаченных банковскими картами покупках в ближайшее время будут доступны в личных кабинетах на сайте Федеральной налоговой службы. Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров. Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки, говорится в сообщении. АСН Николаев провел совещание с главами муниципальных районов. В режиме видеоконференц-связи руководитель региона ознакомился с ситуацией на местах и поставил ряд новых задач. Глава республики сказал, что говорить о победе над болезнью еще рано. Все еще есть районы, в которых наблюдается рост числа заболевших. Поэтому нужно продолжать соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование, проводить дезинфекцию. Особое внимание он поручил уделять предельной численности посетителей в учреждениях, предприятиях торговли, общественного питания. Николаев добавил, что на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией нужно не забывать и о других заболеваниях. Речь идет об ОРВИ и гриппе, а также кишечных инфекциях, которые были обнаружены в образовательных учреждениях.
Разработчики вакцины «Спутник Ви» предложили ускорить ее массовые поставки в Евросоюз, задействовав производственные мощности в Европе после одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств. В сообщении говорится о договоренности, согласно которой масштабные поставки могут начаться уже в июне этого года, но срок может быть сокращен путем привлечения производственных объектов ЕС. Уточняется, что Европейское агентство уже назначило докладчиков для процедуры регистрации «Спутник Ви». Ждет начала экспертизы. Административная комиссия в Ленском районе проверила объекты торговли и общественные места на предмет соблюдения санитарных требований. Они раздали памятки, провели профилактические беседы с продавцами и покупателями. В целом обстановка в Ленске не напряженная, передает наш корреспондент. Люди привыкли к соблюдению мер безопасности и рады, что сегодня уже разрешена работа объектов общепита в обычном режиме и проведение некоторых мероприятий. Ответственность остается согласно статьи 3.8 Кодекса Республики Саха-Якутия об административном нарушении. Ну, а также есть статья федерального закона. Но это уже работает полиция. Однако же есть прослабление. Ну, это в частности, значит, отметил, что предприятие общественного питания возвращается к прежнему режиму работы. С чем мы как бы и согласны с этим, так? Перенесших коронавирус бессимптомно людей предупредили о новой опасности. Инфекционист Евгений Тимаков заявил, что такая категория людей рискует переболеть повторно, но в более тяжелой форме. По его словам, в этом может произойти через полгода-год. Уже есть случаи, когда люди, перенесшие коронавирус в начале пандемии, начинают болеть повторно. И, соответственно, это уже не бессимптомная форма, а более тяжелая. Также инфекционист отметил, что не стоит отменять масочный режим в общественных местах, так как на сегодняшний день очень много людей остаются восприимчивыми к инфекции. К этой минуте у меня все. Хорошего вам дня. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники транспортной полиции. Это подразделения МВД, которые следят за порядком на авиационном, железнодорожном и водном транспорте. О буднях полицейских смотрите в нашем следующем сюжете из Нижнего Бестяха. После прохождения регистрации пассажиры проходят паспортный контроль через этот переносной мини-компьютер. Устройство проверяет личные данные гражданина. Проверяем документы методом поточного сканирования. И далее уже гражданин проходит осмотр. Кроме привычных специальных средств в Северо-Восточном линейном управлении применяется оправдавший себя переносной комплекс терминал ТМ. При помощи этого карманного компьютера в режиме реального времени осуществляется весь необходимый мониторинг пассажиропотока. Отдел внутренних дел на транспорте, она же транспортная полиция, специализированная охрана, которая создана для обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью на железнодорожном, воздушном, речном и морском транспорте. Они обладают всеми полномочиями, которые есть у полиции. Обращаем внимание на оставленные вещи, сумки, там бывают телефоны, оставляют люди. При обнаружении докладываем дежурную часть, вызываем кинологическую службу. Они осмотрели, все безопасно, мы идем в зал прилетов и актируем эту сумку. Потом, если гражданин найдется, чья-то сумка, он приходит в аэропорт, идет в комнату найденных вещей, ну и получает свою вещь, сумку либо телефон. В камере хранения невостребованного багажа хранятся все мелкие вещи, шапки, рукавицы, зарядные устройства. Что на борту остается самолета, тоже пассажир оставляет, все сюда сдается, составляется акт, где сотрудник расписывается, и пассажир уже, когда уже помнится, придет, и все ему по акту возвращается. Взвешивали без пассажира найденную вещь. То есть пассажир пришел, уже также взвешивается, что ничего не забирали оттуда, все также по весу отходит. На железнодорожном вокзале Нижнего Бестяха сотрудниками транспортной полиции сопровождается пассажирский поезд. Ежесуточно осуществляется контроль за грузовыми составами. Имеются положительные результаты в работе с изъятием контрафактной продукции, незаконной миграционной деятельности. Как поездка, все вас устраивает? Да, пока нормально. А вы куда путь держите? Комсомольск на Амуре. После работы? Да. Хорошо. Счастливого пути.
Основной борьбой, над которой работает транспортная полиция, является запрет на курение и распитие спиртных напитков в пассажирском поезде. Вот, вахтовики, получается, приезжают вахтовым методом, обычно едут в Центральной России, вот, и начинают употреблять спиртные напитки. И в больших объемах очень. И начинают себя вести очень некорректно с гражданами. Соответственно, вот мы это нарушение пресекаем. Более половины выявляемых преступлений данного управления относятся к правонарушениям экономической направленности. Раскрываются в среднем 85 из 100 преступлений. Минимальный процент заявлений от частных лиц. 3/4 фиксируемых преступлений на объектах транспортного комплекса. Итог невидимой работы оперативного состава. Ну и в продолжении темы у нас сегодня в гостях старший специалист по связям со СМИ Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте Ольга Протодьяконова. Ольга, доброе утро. Здравствуйте. С профессиональным праздником вас. Спасибо. И ваших коллег. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, какие же полномочия у транспортной полиции и чем функции вашего подразделения отличаются, к примеру, от функций той же самой полиции либо ГИБДД? Сотрудники транспортной полиции несут службу на объектах транспортного комплекса. Транспортный комплекс, к нему относятся воздушный, водный и железнодорожный транспорт. То есть это аэропорты, речные, морские вокзалы, порты, да, и также железнодорожные станции. Обязанности и права у нас такие же, как у других полицейских. Мы даже носим одинаковую форму, да, но у нас есть очень жесткое межведомственное разграничение о том, что, вот как я сказала, это работа на транспортном комплексе, в аэропортах, на железной дороге, да, и на речных и морских портах. Кроме этого, есть специфика, да, раскрытия преступлений в течение 24 часов. Ну, точнее, мы стараемся это сделать. Почему это необходимо? Потому что и потерпевшие, и подозреваемые, свидетели, они могут оказаться в разных концах страны в течение суток, да, потому что это аэропорты, люди улетают, да, и поэтому это способствует успешному раскрытию преступлений. Недавно вашим сотрудникам добавилась еще работа с ведением железной дороги, да, у нас в Якутии. В Нижнем Бестяхе появился линейный пункт полиции. Какие маршруты сопровождают ваши сотрудники? Да, у нас 10 декабря 2019 года был подписан приказ Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу. Это наше вышестоящее ведомство, да, о том, что о создании пункта полиции на станции Нижний Бестях. Значит, да, сейчас там находятся наши сотрудники, выполняют свои служебные обязанности. Сопровождают они поезда, да. В сопровождение поездов у них входит, конечно, выявление преступлений и правонарушений, и пресечение их, да. Сопровождают они направление Нижний Бестях, Нерюнгри и обратно, и также Нерюнгри и Тында, и в обратном направлении. Какие же крупные преступления были раскрыты в прошлом году? Вот вы только что рассказали о том, что у вас 24 часа, да, на раскрытие преступления. Вспомните, пожалуйста, хотя бы такой один яркий пример. Ну, если один пример привести, то у нас было очень такое резонансное раскрытие преступления, да. Сотрудники транспортной полиции раскрыли получение дачи взяток одним из руководителей отдела одной из авиакомпаний, да. Там было зафиксировано, значит, порядка 10 фактов получения взяток, да, и в сумме свыше 2500 рублей, да. Это было выявлено нашими сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Северо-Восточного линейного управления. А следователи уже Восточно-Сибирского следственного управления Следственного комитета на транспорте, да, они возбудили уголовные дела по статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это взяточничество в крупном размере. В настоящее время еще как бы продолжается расследование. Ну, какие новые технологии помогают в работе именно транспортной полиции? Кроме уже привычных нам спецсредств и служебных собак, есть, да, специальные приспособления, да, есть классические, такие как терминал ТМ, да, это проверка документов сотрудниками, да. Проверка документов – это переносной небольшой комплекс, да, который позволяет выявлять сразу либо оперативную информацию при помощи проверки документов, либо лиц, находящихся в розыске. Также у нас есть кейс КПМ, это аналогично похожее, да, приспособление, вы можете его встретить обычно при вылете в аэропорту, когда вас проверяют паспорт, да, вот, когда вы входите в чистую зону, так называемый накопитель. И кроме этого, да, у нас еще есть видеорегистраторы. Они находятся у сотрудников патрульно-постовой службы, да, для фиксации каких-либо правонарушений.
И кроме этого еще есть видеокамеры в аэропорту, допустим, да, для быстрого реагирования. Обо всем можете не рассказывать, пускай это будет сюрпризом для преступников. Ольга, а расскажите, пожалуйста, должен ли сотрудник транспортной полиции обладать какими-то определенными качествами? Сотрудник транспортной полиции, как и просто полицейский, да, должен, конечно же, обладать такими качествами, как стрессоустойчивость, эрудированность, да, развитый волевой контроль. Кроме этого, в первую очередь, еще очень важно физическое здоровье, чтобы он мог служить в полиции. Да. У нас к кандидатам очень серьезные требования, да, вот, когда люди хотят трудоустроиться в полицию. Да, то есть там у нас какие требования? Старше 18 лет, чтобы, если мужчина, он должен служить в армии, да, и... Конечно же, никакой уголовной ответственности, чтобы не было, да, и иметь среднее образование в школу, либо и приветствуется высшее образование. При этом не обязательно юридическое, то есть любое образование будет способствовать продвижению вашему по службе. Вот. Ну что ж, спасибо, Ольга. Еще раз поздравляем вас, ваших коллег с профессиональным праздником. Спасибо большое. Успехов в вашей работе. Спасибо большое. Спасибо вам. Ну а мы продолжаем знакомить вас с детьми, которым необходима семья. Но сперва мы позавтракаем. У нас с детства учили, что каша – это очень полезная, но как ее сделать еще и очень вкусной, расскажет Наталья Старостина в нашей следующей рубрике. Доброе утро! Сегодня мы готовим завтрак из серии тоже правильного питания. Итак, у нас будет сегодня каша с орехами, медом и фруктами. Мы отварили предварительно геркулесовые хлопья, просто в воде, слегка подсолив ее. Мы выкладываем слоями, слегка подсластим ее. Для цвета у нас красное яблоко, груша конференц, очень вкусная, сочная. И все это мелко нарезаем. Блюдо будет очень сытное, орехи вас насытят энергией, опять же, источник белка, орехи. Первый слой у нас будут яблоки с орехами. Все это мы заливаем йогуртом домашним. Если у вас нет йогурта, вы можете заменить на кефир. Так, поливаем кефиром. Красота. Дальше у нас опять слой каши. Сразу хочу предупредить, надо покупать геркулесовые хлопья, которые варятся 20 минут. Они более полезные, в них здоровая клетчатка. Не покупайте те, которые готовятся 3-5 минут. В них ничего полезного уже нет. Давайте возьмем немного груши. Очень сочная, вкусная груша конференц. Опять же нарезаем мелко кубиками. Такого количества нам будет достаточно. Так, сюда же мы добавим несколько виноградинок. Виноград желательно брать без косточек. У нас нет косточек. Так, добавим немного меда жидкого. Заливаем кефиром, либо йогуртом. Посыпаем опять орехами, в нашем случае это грецкие орехи. Видите, как мало каши нужно отварить. Фрукты на ваше усмотрение, какие вы любите. Приятного вам аппетита и удачного вам дня! Спасибо большое за прекрасный рецепт вкусного завтрака, полезного завтрака. Ну а мы продолжаем знакомить вас с детишками, которые ищут свою семью. Сегодня в нашей рубрике «Пусть мама придет» мы познакомим вас с родными братьями и сестрой. Это 4-летняя Виталина и 3-летний Ванечка. Знакомьтесь, родные сестра и брат, 4-летняя Виталина и 3-летний Ваня. Виталина очень любит играть в настольные игры, может подолгу сидеть, играть и заниматься. А Ване больше нравятся подвижные игры. Ему сложно надолго удерживать внимание на одном деятельности. Виталина очень самостоятельный ребенок. В любой момент может предложить
свою помощь. Ваня тоже хорошо справляется с режимными моментами. Ваня очень добрый, мягкий ребенок по характеру. Ваня и Виталина все время проводят вместе, и сестра учит брата тому, что умеет делать сама. Дети смышленые, развитые и позитивные. А еще они очень любят рассматривать яркие картинки в книгах и, по всей видимости, быстро научатся читать. Мы очень надеемся, что у Виталины и Вани появятся любящие родители, и дети обретут семейное счастье. Даш, а ты любишь кино? Если честно, очень люблю, но я не приверженец какого-то определенного жанра, если честно. А как ты относишься к ужастикам, а? Ты знаешь, лет 10 назад я обожала ужасы, и даже, честно скажу, в положении я ходила на последних сроках в кинотеатр именно на ужасы. Очень, и как ребенок. Все хорошо. Благодарил тебя потом за это. Все отлично, все нормально. Любителей ужасов постарается развлечь хоррор «Поворот не туда. Наследие». Розамунд Пайк становится аферисткой, ну а для семейного просмотра кинотеатры приглашают отправиться в приключения с Иваном Дураком и его коньком-горбунком. Обо всем этом и подробнее в нашей рубрике «Афиша». Представляем вам премьеры этой недели, которые можно посмотреть в кинотеатре «Лена» уже сегодня. Да ты кто вообще, а? Лошадь? Я? Конь. Тех, кому в январе не хватило новой части «Последнего богатыря», ждет новая порция колоритной русской сказки. Приключенческое фэнтези Олега Погодина «Конек-горбунок» перенесет на большие экраны похождения Ивана Дурака и самого конька-горбунка. Ты кто? Ивану с коньком предстоит проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с коварными противниками, преодолеть невероятные испытания и встретить такую любовь, ради которой стоит рискнуть всем. С ума сошел. Конек, ты самый лучший конь в мире! Вань, ты что, совсем дурак? В смысле? Так, ну что, поехали? Я в туалет хочу. Еще одной народной комедией февраля обещает стать фильм «Батя». Сюжет ленты представляет собой ностальгическое путешествие главного героя по воспоминаниям прошлого в попытке оценить методы воспитания своего отца старой закалки, которого исполняет Владимир Вдовиченков, и найти самого себя в качестве главы семьи. Погуляй часок. У нас с мамкой дела. Фильмы франшизы «Поворот не туда» заняли уникальный и устрашающий уголок рынка жанра ужасы с момента выхода первой части в 2003 году. Франшиза повествует о семьях каннибалов, живущих в глубоко дикой местности Западной Вирджинии, и которые охотятся на тех, кто совершает, как гласит название, «Поворот не туда». После того, как первый хоррор добился невероятных высот, с тех пор мы увидели сразу 5 продолжений, но ни одно из них не смогло повторить успех оригинала. Теперь выходит перезапуск под названием «Поворот не туда. Наследие». И кажется, что картина меняет правила игры. В конце января фильм стал доступен ограниченное время в кинотеатрах в США, получив положительные отзывы. А сегодня ленту смогут оценить и российские зрители. Одним из ярчайших релизов месяца обещает стать криминальная комедия с элементами триллера «Аферистка». Марда руководствуется принципом «побеждает сильнейший». Она искусно пользуется людьми, прикрываясь заботой о них, и наловчилась безнаказанно обдирать своих богатых клиентов за счет редкого обаяния и немалой доли цинизма. Но ее новая подопечная не так проста, как кажется, и сладкая жизнь аферистки скоро превратится в игру на выживание. Аферистка.
Вот такой замечательный у нас анонс, да. Мне кажется, самое время сходить в эти выходные, посмотреть замечательный фильм. Ну что, время нашего эфира подходит к концу. Нам необходимо с тобой напомнить нашим телезрителям, что в преддверии 23 февраля мы объявили конкурс «Мой мужчина самый лучший». Самый лучший папа, самый лучший муж, самый лучший брат, самый лучший сын. Все очень просто. Нужно будет вам скинуть фотографию на нашу инстаграм-страницу, обязательно подставить хэштег «Утро Якутии», описать фотографию коротенько, да, про что это, почему он самый лучший и замечательный. И позже мы объявим победителя. А как же мы их определим? Посредством голосования на нашей инстаграм-странице. Адрес нашей инстаграм-страницы вы видите прямо сейчас на экранах ваших телевизоров. Да, напомню, что призы предоставлены магазином 220 вольт. Мы сейчас их вам так продемонстрируем. Вот такие замечательные призы, которые мужчинам вашим, я думаю, пригодятся. Да, действительно, и в быту пригодятся, да. Ну и вообще, мне кажется, даже маленькому мальчику уже можно будет вот работать с таким мультитулом, правильно же? Конечно. Мужчины очень-очень любят такие штучки. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. До Всего завтра. вам самого-самого доброго. До свидания.